Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши новости на сегодня. А на сегодня у нас новость такая. Прилетели еще 5 хвостиков. Щенок маленький, щенок постарше, о спасении которых я рассказывала ранее, и 3 замечательные собачули из ППЖ, одна из которых прилетела с большой проблемой. Недавно прилетевшая наша девочка Камила, прооперированная, вы как помните, у нее старый перелом ноги, находится сейчас в стационаре после операции, восстанавливается, приходит в себя. Очень надеемся, что ножка у нее будет полноценной ногой, и будет она ею пользоваться как здоровой. Нам тоже нужна передержка для Камилы. Она не проблемная собачка. И она небольшая, всего-то весу 12 килограмм. Как там у тебя ноженька? Вот ноженька, да? Вот ноженька какая. Ноженька. Там что у нас? Для капельницы? Ой, ты моя девочка. У тебя там и водичка, и подстилочка. Видишь, как ножка у тебя в серебре вся. Зато будешь ходить. Вот, видите, ножка какая у нас у Камилочки. А хвостиком ты виляешь, виляешь. Слава Богу, слава Богу. Вот там. Ой, не выспалась. Лежи, отдыхай. А теперь о прекрасном и спокойном мальчишке Барри. Это наш кураторский песик, у которого венсаркома, и который проходит лечение пока в Якутске. Его лечение там надо оплачивать нам, раз мы взялись за его кураторство. Он уже прошел 4 курса химиотерапии и прошел успешно. Саркома уменьшается. Но вот опять оказия. Обнаружили свищ на половом органе. И это надо исправлять. Опять небольшая, но операция.
Герда. Вот такую веселую, добродушную, скачущую, позитивную девчушку я приметила в ППЖ. И захотелось ее спасти. Уж очень она тянулась к человеку. Она, увидев волонтеров, скакала так, что пройти мимо нее было невозможно. Она приковывала внимание. «Ну возьмите меня, заберите меня отсюда», — говорила все в ней. Забрали. Герда месяц просидела на передержке. Она ожидала очередь на самолет. И вот подошло время ее вылета. И в аэропорту Якутска началось что-то страшное и непонятное. Отправляющие заметили капельки крови, а потом на их глазах начала как бы расползаться на животе кожа. Было непонятно, что это такое. Времени на принятие решения, отправлять ее или нет, было всего лишь минут 10. Кровь немного капала, кожа трескалась. Что предприняли бы в клинике Якутска, но было принято ее все-таки отправлять. Было страшно, но и другого варианта тоже нет. Ну и правильно они сделали. Они отправили ее. По прилету мы быстро уже мчались с Гердой на такси в другой конец Москвы, в клинику, где нас уже ждал хирург. В клинике готовили операционный стол. Так, вот прилетела у нас вот такая девочка, солнышко, долгожданная, спасенная из ППЖ. И прилетело, что-то случилось или в самолете, или перед самолетом. Никто не может понять, но по крови на пеленке понимаем. Давай посмотрим, а? Вот там дыра. Все, дыра. Это какая-то пропасть. Маршрут построен. Берегите себя. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Выходя из машины, Врач тоже был обескуражен, потому что было непонятно, что это. Высказывались разные версии, но что на самом деле могло показать только разрезав и вскрыв брюшную полость. И операция началась. Некроз, фиброзные ткани, которые пришлось вырезать. Органы брюшной полости тоже поражены. Предварительная версия был укус, но укус очень старый, укус внутренний. И, видимо, пошло загноение. Была занесена инфекция после этого прокуса. Надеемся, что справимся, надеемся, что все будет хорошо. И она обязательно выздоровеет, она будет жить. После такой серьезной операции, друзья, нам очень нужна квартирная передержка, чтобы собака была под присмотром и в чистоте. Москвичи, я обращаюсь к вам. Пожалуйста, откликнитесь, кто готов взять, передержать Гердочку. Через несколько дней ей надо где-то уже жить. Ее выпишут из стационара. Но куда ей пойти? Ну нет другой передержки, чтобы без других животных. Откликнитесь, пожалуйста.